Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на любовь, на 3 позиции. Чувства, мысли, действия загаданного человека по отношению к вам. Меня зовут Карина, я таролог и практик, и сегодня я к вам, можно сказать, лицом. Итак, гадать я буду на нашей замечательной вот такой вот колоде. Она у меня новая, она называется «Послание ангелов-хранителей». Автор этой замечательной колоды Редли Валентайн. И, конечно же, этот автор, наиболее такой позитивный и приятный. И карты у него все очень яркие, красочные, красивые. Мне очень нравится. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мы с вами сейчас приступим к нашему замечательному гаданию. А для начала достану послание высших сил для вас. Итак, сдвигаем 3 раза. Раз. 2 и 3. Итак, что там на дне колоды? Карты показывают шестерку земли, шестерку пентаклей. Это значит, что высшие силы очень мощно, сильно, очень мощно благословили наш с вами расклад. Они сказали о том, что скоро помощь придет какая-то к вам в жизни, и высшие силы, ангелы будут вам помогать, особенно в любви, особенно в отношениях с загадным человеком. Поэтому ни о чем не переживайте, помощь скоро придет. Итак, раскладываю на столе наши с вами 3 позиции. У нас с вами будет 3 варианта, значит 3 по 3. То есть чувства, мысли, действия. 3 карты на каждую позицию. Я выкладываю 3 позиции по 3 карты. И обозначу их камушками для того, чтобы вам было легче выбрать. Первая позиция — черный турмалин, камень колдуна. Вторая позиция — лабрадорит. Третья позиция — аметист. Выбирайте ту, которая вам больше всего понравится. И приступим. И начинаем с самой первой позиции. Самой первой — чувство человека по отношению к вам. И у нас с вами вышла карта колесницы. Эта карта говорит о том, что у человека к вам настоящая страсть. Очень сильные чувства. Он хочет что-то от вас добиться. Он хочет, чтобы вы смотрели в одну сторону вместе с ним. Он хочет победить какие-то препятствия на пути этих отношений. По сути, ему нравится проявлять силу в отношениях и лидерские качества. Поэтому загаданный человек, скорее всего, вас любит, но он хочет управлять вами и управлять колесницей вашей любви, а также колесницей своей собственной жизни. Помните, что если выпала эта карта, она говорит о том, что у вас должны быть общие цели. Если общих целей у вас нет, к сожалению, эти отношения обречены, потому что у каждого лошадь поскачет в свою сторону. Если же эти 2 лошади направлены в одну сторону, и вместе люди объединяются, они идут вперед, конечно же, отношения могут быть очень успешными. Вы знаете, эта карта, она всегда говорит о сильной страсти, о том, что человек ревнует, о том, что человек переживает. То есть на самом деле любит. Просто если вы проявите слишком сильные лидерские качества и начнете ставить собственные цели, конечно, вы с таким человеком не сможете, потому что вы тогда оба лидеры. Если же он лидер, а вы тот, кто идет за ним, и тот, кто имеет с ним общие цели, конечно же,
ну, получается нормальный, самостоятельный, хороший, гармоничный союз, да, где человек может проявить по отношению к вам невероятно хорошую такую, невероятно хорошие отношения, ответственность, да, ответственность. И получается, что вы ему будете всегда нужны, потому что он понимает, что вместе добьетесь всего. Вот. А если вы проявите упорство, начнете пытаться им управлять, конечно, он постепенно разлюбит. Вот поймите это, что чувства по колеснице не вечны, когда отношения постоянно в испытаниях находятся. То есть люди могут буквально съесть друг друга, потому что оба являются лидерами, каждый тянет одеяло на себя. Но в данный момент человек очень хочет, чтобы у вас были общие цели, может быть, вас разделяет некоторое расстояние, но для него это не проблема. Вот так. Переходим к мыслям. Теперь мы посмотрим мысли этого человека о вас и о ваших отношениях. Так, у нас тут, значит, вышла карта эго. Эта карта, она всегда показывает, что у человека очень много иллюзий по поводу ваших отношений. Он чувствует себя связанным по рукам и ногам, потому что он зависим от вас, у него есть сильное сексуальное влечение и желание, он знает это. Ему кажется, что вы его буквально как будто бы приворожили. И в то же время он хотел бы манипулировать вами, он хотел бы сделать все для того, чтобы подчинить вас, но знает, что птичка в клетке долго не усидит. То есть он это все отлично мозгами понимает, мыслями понимает, да, но слишком сильное влечение и слишком сильное желание, чтобы вы действительно, вот как я говорю, как по колеснице смотрели с ним в одну сторону, но вот ему хочется, чтобы это он управлял. И эго это подтверждает в мыслях, да, что человек хочет быть лидером в этих отношениях, действительно, чтобы вы ему подчинялись в чем-то, чтобы вы имели его цели, и тогда, конечно, ну, эти отношения могли бы развиваться как можно дольше, идти вперед. Вообще, сама по себе карта эго, она показывает, что человек очень хочет преодолеть свое эго в этих отношениях. Он не хочет физически зависеть от вас. Вот тут написано материализм, да, а именно в теме любви это будет страсть, это будет сильное влечение к физическому телу. И, соответственно, вот у человека, ему бы внутри хотелось бы преодолеть это сильное влечение, а иметь больше с вами душевную близость. Но на сегодняшний день он понимает, что телесное влечение гораздо больше в отношениях, чем телесная близость. Ну, перейдем теперь к намерениям. Теперь мы посмотрим намерения этого человека по отношению к вам. Здесь у нас вышла карта «Восьмерка Земли». Карта показывает, что этот человек готов добиваться чего-то от вас, готов действовать, готов быть очень настойчивым, напористым. И, соответственно, его намерение – это ускорить отношения, быть активным. И, может быть, как можно больше говорить, писать, звонить, проявлять как можно больше разные инициативы. Этот человек может демонстрировать свою страсть, демонстрировать свои какие-то сексуальные к вам привязанности и чувства. Этот человек может всячески сделать все для того, чтобы вы привязались к нему как можно больше, прям настаивать, напирать. И, соответственно, он может даже вам надоедать по этой карте, потому что уж больно в ней много разных событий. Также события ваших отношений, скорее всего, в скором времени будут развиваться стремительно. Этот человек отступать не собирается, он собирается добиться, чтобы вы были вместе. Но вместе, особенно в сексуальном смысле. И эта карта, она еще раз подтверждает, вот уже третий раз, подтверждает страсть между вами и очень сильные, мощные такие энергии. Соответственно, я думаю, что вы этому человеку в каком-то смысле отвечаете внутренне, и, соответственно, он надеется на взаимность. Поэтому, да, действовать он будет и проявит как можно больше активности в вашу сторону, может даже закатывать истерики и скандалы. Если вдруг вы ему в чем-то отказываете, будьте осторожны. Он может оказаться буйным, ревнивым, потому что все три карты у него очень буйные. И я думаю, что отношения, если вы к этому человеку тоже что-то чувствуете, здесь вот первые позиции должны 100% развиваться в скором времени. Ну вот такой ответ дали карты по первой позиции.
И начинаем с вами вторую позицию. Сначала мы посмотрим, какие чувства у загаданного человека по отношению к вам. Вышла карта Паж Земли. Карта показывает, что человек вами очень увлечен, машет письмом, это значит, что хочет что-то сообщить, поговорить, написать, позвонить, может быть, как-то вас изучить. На самом деле, вот именно как будто бы начальные какие-то чувства, чувства даже как подростковые, может быть, или новые чувства в отношениях, или новый виток в отношениях. То есть человек испытывает к вам сильное влечение, интерес, влюбленность. И, соответственно, ему очень интересно с вами общаться, разговаривать, делиться новостями. Карта Паж Земли, она такая, да, она всегда показывает, что человек готов учиться ради отношений, человек готов познавать что-то новое ради отношений, развиваться ради отношений. И, соответственно, вот она такая вот прям, эта карта очень позитивная, и она всегда говорит о том, что человек может стать очень липучим. Ну, то есть ему хочется вас изучить, хочется с вами общаться, разговаривать, но трындеть он может сутками, и потом он может вам немножко поднадоесть своим вниманием. Он может что-то дарить постоянно, какие-то делать мелкие сюрпризы, звать на кофе или еще что-то. То есть карта все-таки такая инициативная. И она, вы знаете, она говорит о том, что человек как-то вот, ну, поразился, влюбился, там, влюбленность испытывает, да, сексуальное влечение, может, ну, проявлять себя как-то нестандартно, в плане слишком приближаться к вам, там, нюхать ваши волосы. Вот, понимаете, вот такая карта. Слишком навязчивого ухаживания. Соответственно, вот он машет письмом, поэтому очень хочет с вами о чем-то поговорить. Вот это его сейчас главное чувство такое, да, вот очень хочу поговорить. Перейдем к мыслям. Теперь посмотрим его мысли по поводу вас и ваших отношений. Это карта Императрица. А мысли у нас такие, что как бы, ну, карта показывает, Императрица, человек настроен серьезно, да. Вот он очень хочет быть с вами по-серьезному. И если этот человек свободен, он хотел бы на вас как будто бы как или жениться, или если женщина, выйти за вас замуж, рожать детей. Вы знаете, как иметь очень крепкие, долгие, длительные отношения. То есть человек как будто, я не знаю, там настолько поразился вот тому, что вы у него есть в жизни, что готов практически на все. И его мысли только о семье, только о доме, только о том, что вот как это все будет. То есть он прям мечтает уже о совместном доме, там, семье и проживании, и романтике, и вот как будто, чтобы вы о нем там заботились, и проявляли ответственность, а он проявлял ответственность в ответ. Вы знаете, что такое вот он себе прям придумал, вот как будущее такое невероятное какое-то будущее. И я не знаю даже, насколько вы ему ответите в этом плане, да, что вот иметь такое общее будущее. Но вот он хочет всего вот от вас, прям всего-всего, вот изобилие, ну, каких-то семейных энергий. И, соответственно, он ждет вашей любви, этот человек, совершенно точно. Он мыслит только о том, что, чтобы вы ответили ему взаимностью. Ну, посмотрим на намерения. Теперь узнаем его намерения по отношению к вам. Вышла карта Мечтатель. Всегда эта карта говорит о том, что человек как будто бы будет действовать, будет интересоваться вами и что-то начинать. То есть ему нужно начать с вами какой-то путь очень длинный, и он пускается в приключения с вами. Соответственно, ну вот он такой весь возвышенный, вот такой вот весь одухотворенный, там, не знаю, впечатленный. И, соответственно, он о вас мечтает и, ну, хочет всего с вами вместе, да, как я уже говорила. А значит, что и действовать будет этот человек в вашу сторону в скором времени. И уже, наверное, действует. То есть будет рассказывать о своих планах и просить, может быть, вашей руки и сердца, например. Или, если это женщина, надеяться на то, что вы сделаете предложение. Человек собрался быть с вами по полной программе, понимаете? И
назад дороги нет, как будто бы вот он вцепился в вас полностью. И если вы думаете о нем, мечтаете о нем, как он, любите его, скажите ему, естественно, в ответ, потому что этот человек готов на все ради вас, вот практически на все. Его намерения самые-самые лучшие, светлые. И кто бы его ни отговаривал, он не согласится отговориться от вас. Вот такой ответ по второй позиции. Итак, добро пожаловать на нашу с вами третью позицию. Посмотрим, что чувствует этот человек по отношению к вам. Вышла карта Жрица. Всегда эта карта показывает, с одной стороны, судьбоносные отношения, как бы люди чувствуют друг друга аж на расстоянии. То есть человек понимает, что вот вы не просто так встретились, да, а с другой стороны, тайну какую-то в этих отношениях. То есть человек что-то скрывает от вас и, может быть, даже другого человека. Может быть. Очень часто бывает по этой карте, что человек скрывает другого человека. Также по этой же карте человек чувствует с вами очень сильное душевное тепло, близость. Вот вы для него целый мир, я не знаю. Вы для него и есть тот эталон красоты, там, женственности, если вы женщина, или мужественности, если вы мужчина. Он считает вас мудрым человеком, восхищается вами. Но вот сексуального влечения в этой карте очень мало. Тут скорее именно душевное тепло. И также эта карта показывает смирение, терпение по отношению к вам. То есть человек готов терпеть ваши недостатки и мириться с ними, это дорогого стоит. Очень часто по этой карте проходят вторые половинки, но которые встретились не вовремя. А именно вот когда их судьба решила схлестнуть, тогда и схлестнула. А вот со всеми трудностями справляйтесь самостоятельно. То есть вы можете быть оба замужем, женаты или еще с какими-то препятствиями. Поэтому человек все эти препятствия как-то вот осознает и таится от вас в своих чувствах. Идем к мыслям. Давайте посмотрим мысли этого человека о вас. Вышла карта Император. Он думает о своих обязанностях, этот человек, совершенно точно. Он хотел бы и к вам иметь что-то серьезное и проявить серьезность и, ну, как сказать, ответственность, да. Но если эту ответственность нельзя проявить, он не будет ничего делать. Он постарается выполнять свои жизненные обязанности. То есть то место, на котором он сидит, требует от него этого. И в жизни, если у него есть семья, дети, вряд ли он их возьмет вот так резко, бросит ради любви, потому что на него легла ответственность. И, соответственно, этот человек может очень долго молчать о чувствах к вам, просто потому что на нем есть ответственность. Но и он хотел бы все равно раскрыть вас и изучить вас, и, может быть, понять себя. На самом деле эта карта всегда говорит о том, что человек может контролировать свои чувства и эмоции. Жрица, кстати, тоже об этом говорит. И этот человек лидер, этот человек достойный, честный. Поэтому если вот вас что-то разделяет, он не будет, ну как сказать, нарушать это, понимаете? Нарушать закон этой жизни, да? Он постарается обойтись малой кровью. И если вы его безумно любите, а он молчит, знайте, что это не просто так, а он уже предусмотрел все наперед на несколько лет. И он знает, чем это все может развернуться и закончиться. И, соответственно, он дует на молоко, да, как говорят, вот проявляет ответственность. Однако, если вы загадали свободного человека, между вами нет препятствий, этот человек готов уже, ну, перейти в ближайшем будущем к более серьезному чему-то, проявить ответственность по отношению к вам и начать, как сказать, серьезные шаги в отношениях, да, то есть организовать эти отношения, быть рядом, но на его условиях, скорее всего. Ну, посмотрим намерения. Теперь, дорогая третья позиция, мы посмотрим его намерения по отношению к вам. И вышла карта, ну, можно сказать, 13-й аркан перерождения. Вот интересная все-таки эта карта, очень интересная. Она показывает в намерениях что-то кардинально изменить. То есть либо вот, допустим, ну,
Вообще, эта карта здесь это возрождение, феникс, да, из пепла возродиться. То есть что-то возродить может быть между вами. Или что-то начать, или что-то кардинально изменить, перевернуть, обрести мир в душе, распрощаться с прошлым, с теми ошибками, которые были в прошлом. Это все вроде как понятно, но если вы спрашиваете про человека, про которого поняли, что вот он хочет уйти, то он реально хочет уйти. Или попрощаться с вами, потому что назад дороги нет в каком-то вопросе, или что-то невозможно, как он считает, вот между вами, да, допустим. Если это так, он может через время вернуться, но он сейчас считает, что он не вернется. Понимаете, что он будет начинать свою жизнь без вас и с нуля, да? Однако, если вы кого-то загадали, вот как я выше говорила, тут два варианта по жрице и по императору, что человек может быть свободен и не свободен. Вот если он свободен, он вроде как хочет все кардинально между вами поменять и возродить, да, то есть начать вот новую жизнь с вами по этой карте. И тогда он будет действовать. А если он не свободен, да, то он хочет все оборвать и боится, наоборот, действовать и решил попрощаться, понимаете? Потому что, ну, это не говорит, что он попрощается, он просто так решил. Ну, вот такой ответ дала нам третья позиция. Дорогие мои друзья, всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.